В связи с запретом на проведение общественных мероприятий из-за карантина, уйгуры запустили в социальной сети акцию в честь 30-й годовщины барынских событий. 5 апреля 1990 года китайская армия устроила бойню в городе Барын Актуйского района Кашгарской области Восточного Туркестана. Народ потребовал отмены закона о планировании семьи, предусматривающего контроль рождаемости и незаконное стихийное переселение китайцев на их земли. Коммунистическая партия Китая отклонила требования коренного населения уйгурского региона. Испугавшись увеличения числа людей, недовольных несправедливой политикой, китайские оккупанты направили в город военных, которые открыли огонь по ни в чем не повинным людям. Жители Барына сопротивлялись китайской армии, пришедшей подавлять город с сотней единиц тяжелой техники и вооружения. В результате чего обычный митинг превратился в народное сопротивление, в котором приняло участие большое количество молодых людей со всего уйгурского региона. Поняв, что ситуация изменилась и почувствовав опасность, оккупанты направили в регион 22 750 солдат, танковый батальон, вертолеты и самолеты. Блокировав все дороги и подступы, китайские войска начали наступление на город Барын, население которого составляло около 20 тысяч человек. Оккупанты устроили ужасную бойню и разруху. Сообщество наций, находящихся под угрозой исчезновения, заявило, что из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, в Китае может серьезно увеличиться нарушение прав человека. Вчера представители организации провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что с января 2020 года было зарегистрировано более 900 случаев исчезновения, задержаний, арестов, принудительных признаний и штрафов. Директор сообщества Ульрих Делиус подчеркнул, что под предлогом борьбы с пандемией проводится промывание мозгов, а также ограничивается свобода вероисповедания и средств массовой информации. Китайские спецслужбы сообщили, что по 5111 случаев заражения COVID-19, которые они считают ложными, будет проведено расследование. Сообщается, что среди этих людей немало представителей Восточного Туркестана и Тибета. В целях подробного расследования власти заблокировали их страницы в социальных сетях. К акции по введению экономического эмбарго в отношении Китая, получившего название «Откажись и останови», инициатором которой стал руководитель промышленного предприятия Денкром, расположенного в городе Денизли, присоединилось 44 турецких компаний. В рамках движения, начатого в качестве протеста против беззакония китайских властей в уйгурском регионе, в отношении китайских товаров, ежемесячный оборот которых составляет $957 тысяч, были введены жесткие ограничения. Иран, который идет впереди стран, наиболее сильно пострадавших от китайского вируса, появившегося в городе Ухань провинции Хубэй, обвинил Коммунистическую партию Китая в сокрытии подробностей эпидемии. Официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джихампур назвал приведенные Китаем цифры о зафиксированных случаях COVID-19 злобной шуткой. Джихампур обвинил администрацию Пекина в том, что он вводит мир в заблуждение, искажая информацию. Отвечая на вопросы репортеров, во время видеоконференции пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана провел оценку данных о количестве инфицированных в Китае. Британский премьер-министр Борис Джонсон, который заразился китайским вирусом, был госпитализирован в одной из столичных клиник. Было отмечено, что у 55-летнего Джонсона были обнаружены симптомы COVID-19. Решение о госпитализации принято в профилактических целях. 27 марта тест Джонсона, у которого наблюдались жар и кашель, оказался положительным. На видео, снятом 2 апреля, когда Джонсон аплодировал медицинским работникам, отчетливо видно влияние вируса на его организм. С другой стороны, глава Департамента здравоохранения США сделал следующее заявление. Для многих американцев эта неделя станет самой тяжелой. Для нас это будет подобно Пёрл-Харбору и событиям 11 сентября.